В этом году Россия вводит ряд законов в свою миграционную политику. Эти новые правила характеризуются жесткими требованиями к мигрантам без регистрации и трудовых договоров. Житель Карасуйского района Кадырали Абсаматов недавно вернулся из России. По его словам, если раньше возникали вопросы только по регистрации, то теперь трудовых мигрантов могут выслать из-за отсутствия трудового договора. Также он добавил, что регулярные проверки со стороны полиции стали обычным делом. Я зарегистрировался в России в 2024 году, но продолжал работать неофициально, не обращаясь в миграционный центр Сахарова. С нового года здесь вступили в силу несколько законов. Из-за того, что прошло 3 месяца, а я не смог обратиться в Сахарова, мне пришлось вернуться в Кыргызстан. Ранее мигранты могли урегулировать свой правовой статус через механизм въезда-выезда, но теперь эта возможность исключена. Для мигрантов без трудового договора или официальных документов пребывание в России будет затруднительным. Мигранттар бир гана кыргыз жарандарына эмес, бардык ошол Россия Федерациясына жүргөндөргө чектөөлөр киргизилген. Этот закон в России касается всех, не только мигрантов из Кыргызстана. Согласно информации Министерства внутренних дел России, 370 тысяч граждан Кыргызстана уже официально зарегистрированы. 370 миңге чейин жаран каттоодо бар. Министерство иностранных дел Кыргызстана призывает граждан заранее подготовить все необходимые документы для поездки в Россию. Также до 30 апреля 2025 года граждане, нарушившие миграционные законы, должны привести в порядок свой правовой статус или покинуть страну. Азыркы маалда мынол 30 декабрдагы чыккан Россия Федерациясынын президентинин жарлыгы негизинде до 30 апреля граждане могут обратиться в многофункциональные центры, предоставить трудовой договор и документы для официальной регистрации в соответствии с законом. Көп функционалдуу мекемелерине кайрылып, МФЦ дегендерге. Гражданам, едущим работать в Россию, необходимо правильно заполнить миграционную карту. Нужно указать цель миграции как работа. Затем требуется пройти медицинское обследование и зарегистрироваться в течение месяца. Граждане могут обратиться в центры трудоустройства перед выездом для получения необходимой информации. Россия Федерациясынын аймагына киргенден кийин жарандары ушул көп тармактуу миграциялык борбордон барып. По прибытии на территорию Российской Федерации граждане обязаны обратиться в соответствующие центры, пройти медицинское обследование, сдать отпечатки пальцев, заключить двусторонний договор с работодателем и зарегистрироваться. За последние 2 года Россия приняла более 30 законов и нормативных актов, связанных с миграционной политикой. Официальные власти объясняют эти меры как реформу, направленную на обеспечение безопасности страны. Айтунук Мамытова, Нурастан Бакытбеков, Мунарбек Арзыбек улы, ЛТ Рош.